Уважаемые сопредседатели, Ваше Превосходительство, дамы и господа. Прежде всего, хотел бы выразить генеральному секретарю ООН признательность за созыв и организацию сегодняшнего саммита. Надеемся, что сегодняшний саммит еще более приблизит нас к достижению нового глобального документа по изменению климата, который будет основан на принципах рамочной конвенции по изменению климата. Пятый доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата отражает объективную и четкую картину происходящих климатических изменений, содержащих очевидный антропогенный компонент. Многолетние наблюдения наших специалистов также свидетельствуют об усилении влияния климатических изменений на природу и социально-экономическое положение в стране. Согласно этим наблюдениям, за последние 60 лет среднегодовая температура воздуха в Таджикистане повысилась на 1 градус по Цельсию, возросло число дней с обильными осадками, повысилась частота и интенсивность стихийных гидрометеорологических явлений. Наряду с этим за последние десятилетия наблюдается значительное сокращение площади ледников в стране, которые имеют жизненно важное значение для всей Центральной Азии. При этом следует отметить, что Таджикистан по удельным выбросам двуокиси углерода занимает 150-е место в группе стран с самыми низкими объемами выбросов парниковых газов. Выбросы парниковых газов на душу населения страны на порядок меньше среднемирового показателя, а в Центральной Азии по объемам выбросов страна занимает последнее место. Широкое использование возобновляемой энергии, в основном гидроэнергетики, способствует экономическому и социальному развитию страны при самых низких показателях вредных выбросов в атмосферу. Основу энергетики страны составляют гидроэлектростанции, на которых вырабатывается около 98% электроэнергии. Однако при этом страна ежегодно сталкивается с определенными трудностями и в обеспечении доступа населения к энергии в зимний период, когда часть населения Таджикистана получает электроэнергию всего лишь на 6-8 часов в сутки. Правительство страны предпринимает всесторонние меры по сбалансированию производства и потребления энергии путем модернизации и наращивания мощностей действующих гидростанций, строительства новых гидроэлектростанций, широкого использования солнечной и ветряной энергии, а также внедрения современных методов энергосбережения. В Таджикистане годовые потенциалы гидроэнергоресурсов составляют 527 миллиардов киловатт-часов, что превышает нынешние потребности всех стран Центральной Азии в 3 раза. Сегодня этот огромный потенциал страны используется всего лишь на 4%. Наращивание гидроэнергетического потенциала будет способствовать не только решению энергетических проблем страны, но и также позволит расширить энергообмен с соседними странами с целью сокращения выбросов углекислых газов в атмосферу в регионе, где около 70% электроэнергии вырабатывается на тепловых станциях. Уважаемый председатель, дамы и господа, все очевиднее становится негативное влияние изменения климата на количество и качество пресноводных ресурсов. Известно, что климатические изменения стали причиной сокращения запасов воды, хранящихся в ледниках и снежниках, расширения площади засоления грунтовых вод, а также увеличения интенсивности и изменчивости осадков. В свою очередь, изменение гидрологического цикла способно отрицательно влиять на водную, энергетическую и продовольственную безопасность, а также повлечь за собой дополнительные риски наводнений, экстремальной засухи. В этих условиях следует серьезно пересмотреть существующие методы управления водными ресурсами с тем, чтобы обеспечить надежную адаптацию с учетом не только климатического фактора, но и дальнейшего роста населения и экономики в мире. В Центральной Азии, где водные ресурсы являются основополагающим фактором для обеспечения устойчивого развития стран региона, необходимость выработки комплексного регионального плана по адаптации к изменению климата давно назрела. Актуальность подобного плана также вызвана стремительным сокращением площади ледников региона вследствие изменения климата. Исследования показывают, что в период с 1956 по 90-е годы ледники региона, которые являются основным источником питания рек Центральной Азии, сократились более чем в 3 раза. Пользуясь возможностью, еще раз хотел бы привлечь внимание уважаемых участников саммита к инициативе Таджикистана о создании Международного фонда спасения ледников. В рамках данного фонда
можно было бы объединить усилия международного сообщества по изучению и мониторингу состояния горных ледников в различных регионах. Возлагаем большую надежду на то, что данное предложение найдет поддержку всех заинтересованных сторон. Благодарю за внимание.